коррекционной школе сельского поселения Нижние Чулуки провели ежегодный творческий отчет за прошедший год. О том, каких успехов учреждение достигло и как ведется работа с детьми, смогли узнать сотрудники Министерства образования и директора других общеобразовательных школ. Для них провели специально открытые классные часы и мастер-классы по кружковой деятельности. Жаридат Халухоева расскажет. Застенчивых, пугливых, с проблемами развития речи, в общительных юношей и девушек превращают преподаватели особой коррекционной школы. Каждый урок – увлекательный мир детства, в котором ребенок не только учится, но и радуется, принимает какие-то решения, выражает чувства, формирует мнение и отношение к другим людям и предметам. Приобретенные умения и навыки они с большим энтузиазмом показывают сегодняшним гостям. Сейчас время года какое на улице? Весна. Так, а потом будет какое? Осень. Нет. Лето. Потом? Осень. Потом? Зима. Молодец. Образовательная программа здесь такая же, как и в обычной школе, с той лишь разницей. Каждому нужен определенный подход. Аза Арчакова проходит индивидуальное обучение. Из-за врожденного поражения нервной системы девочка не проявляла никакой реакции на окружающий мир. За несколько месяцев занятий ее состояние намного улучшилось. Тадeuш, положи круг. Положи круг. Молодец. Ребенок же вообще не был сосредоточен, мелкую моторику даже у нас не было развито. Она теперь все и цвета различает, и вот собирает, игры собирает. Все команды, те, которые ей сейчас задают задания, она выполняет. Занимается Аза по специальной программе развития СИПР, методика, введенная в конце прошлого года. Здесь детей учат основам, восприятию формы и цвета. Еще одно новшество – в школе свой медицинский корпус с лицензией и собственным персоналом. Кабинет логопеда, психолога и смотровой кабинет оказывают круглосуточное обслуживание. Ставим в очередность детей, первоочередных, кого нужно к логопеду, потом на вторую четверть, допустим, меняем их. Но стараемся сделать так, чтобы все дети были охвачены обязательно какими-нибудь дополнительными коррекционными занятиями, хотя бы одним-двумя специалистами. В коррекционной школе обучаются и одновременно проходят лечение 212 детей с разными диагнозами, с задержкой психоречевого развития, ДЦП, синдромом Дауна. Кроме обычных предметов, здесь осваивают и такие, которые должны ввести учеников из некого подобия сна, расшевелить их нервную систему и заставить раскрыться. За то короткое время, что здесь провели, они действительно научились общаться и не бояться окружающих. Сами выжигают по дереву и делают различные поделки, развивая тем самым воображение, тактильные и зрительные ощущения. Занимаемся бисероплетением, вышиваем картины, делаем декоративные изделия, там игрушки для елок. Ну, очень многое, конечно, цветы. На каждом уроке в этой школе импровизируют и сочиняют. Обучение проходит по уникальной методике. Арт-терапия – одна из них. За считанные секунды на бумаге появляется причудливая форма, которая чуть позже, если немного пофантазировать, превращается в цветок или бабочку. Вот это петушок, а это бабочка, а это солнце, небо, травка, бабочка. И у нее есть бабочка. Насколько известно, медицина наша утверждает, что на ладошках и вообще на ступнях ног находятся активные жизненные точки, которые отвечают за внутренние органы, за мозг, за нервную систему. Вот Ахмед Давидович, работая именно непосредственно руками, вот вы обратите внимание, что ребенок надавливает, это тоже своего рода воздействие на эти точки. Вот воздействуя на эти точки, ребенок как-то какие-то сигналы в мозг, в сердце, кровообращение. Это все идет немного своего рода медицинский аспект в этом задействован. Воспитание – это целенаправленный процесс формирования личности. В работе с особенными детьми он намного сложнее. Тут важно не только научить ребенка распознавать, что такое хорошо и плохо. Коллектив коррекционной школы день за днем вдохновляет детей на новые достижения, доказывая им, что их возможности безграничны. Коллектив действительно сформирован. Первые такие поступательные шаги, они уже предприняты руководством данного учреждения. Особенно приятно, что уже действительно идет хорошая такая дифференциация по спецификам заболеваний. По результатам нашей деятельности, я думаю, мы сможем уже выйти в следующем году с более масштабным творческим отчетом, представить эти результаты практически на любом уровне и показать эти результаты любым представителям как органов, заинтересованных в исполнительной власти, так и иных
учреждений, которые заинтересованы в развитии работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Важно, чтобы как можно больше детей с ограниченными возможностями здоровья получили хорошее образование и вместе с тем улучшили здоровье. Ведь самостоятельным и независимым легче перенести все трудности жизни. Жарайдат Холухоева, Мербек Мержоев, Новости 24.